постоянная со Всемирным банком, есть коммуникация постоянная с OECD, ОСР, как бы, да. То есть это есть коммуникация с ЕС, это формальные структуры. Когда чиновники с одной стороны, чиновники с другой стороны говорят, а что вы сделали по этому поводу? Говорят одни, другие говорят, мы сделали вот это, вот это, вот это. Те говорят, а вот еще хорошо бы вот это. Те говорят, хорошо, как бы. И это формальный процесс, он запущен, он медленный. Но как бы в общем от него все люди получают удовольствие, которые в нем участвуют. Я когда только вот эти все, ну как бы начинал участвовать как-то как слушатель, там, как эксперт какой-то сторонний в этих мероприятиях, ну поначалу мне казалось, что это какая-то дичь, как бы, да. Сейчас я недавно был на заседании координационной группы ОСР и там наших как бы чиновников, которые там за частный бизнес отвечают. Я просто проперся от того, как процесс стал налажен и формализован красиво. То есть наши начали действовать как бы в этом русле и делать конкретные вещи. Как бы, да. Вы мне очень извините, но вопрос-то все-таки прежде всего был к Павлу. Чудесно, что вы на него отвечаете. Большое спасибо, но где же вас? Максим, а можна я зараз, от як модератор, ти любиш казати, що якби що модератор мусить так жорстко, активно переливати, якби всіх тут якби розкидувати і все такое, якби от, типу диктатором бути. Ну от я зараз про. Тобто, насамрэч, від самого початку тая схема, яку презентував Павел і Олександр, була заявлена як ревізіоністська. То есть схема, якая, ну вот якби розказує, ну мовно кажучи, там білоруському народу інтелектуалам, що да, якби все було не так. І не дякуючи тому, що ну вот якби ми щось не так робили, а тому, що просто рішаїсність була одной со своєю лінією, да, а наші схеми тлумачальні, інтерпретативні були другими. І відповідно ми якби досюль глядим на реальность, вот праз окуляры, гэты ружовые, ну вот гэтых 90-х стереотипов, мифов, вот, ну, на сегодня уже наивных, да? А реальность смеется з нас, как бы, и она уже совсем іншая, да? И вот про гэта, мне здаецца, збираются и рассказывают с 2014 года осторожненько, как бы, белорусскому громадству наши экономисты. Замест того, как, ну вот нам пачаць інтэрпрэтаваць, потому что это фантастычна прыгожы эмпірычны матэрыял, да, то есть и сказать, что ага, вы всярэдзіне, ну вот гэтай эканамічнай рэальнасці, зараз мы як бы подскочим и дапаможем вам, ну вот як бы возьмем там Валерштайна, возьмем того, другого, третьего, поговорим там про компрадорский капитализм, які паўстае, калі все продаецца адразу, про олигархичный, ну вот як бы прочитаем умные книжки, да, нарэшце, а нет, мы на их накидываемся и начинаем кричать, вот якое вы маете право разрушать наши ружовые иллюзии. Ну что это за это самое? Но это вельми, ну классно с одного боку, потому что это вот то, что вас чакае весь час, калі вы будете выходить в белорусское громадство. То есть нават вельми разумно, интеллектуально вам будут сказать, что ага, а вот у нас 20 год были зусім іншыя думки. Зараз Ирина, пробачьте, что я... В оборону Павла. Валентин, давайте слово скажу. Потому что я би зараз, тому що от і ремарка Ігора, вона от якраз була десь тим ключом, яким я хотіла казати, бо я якраз от отрималася, що вся ця реакція з нашого боку була така, ну, трошки в штики. Я якраз, коли вас слухала і одного, і другого, я була абсолютно в захопленні, тому що от, якби, ну, у мене абсолютно інший фокус на те, що відбувається у світі, у мене фокус про розвиток цивілізації, і про які закони, якими цивілізації мислять і створюють свою картину світу, і економіка у мене пуль випадала. І тут раптом оказалося, що це все те саме, що працює той самий закон, який вот это я не так давно висновила, закон всіх основних класичних текстів в світі. Все справиться, все не так. Это вот, мы хотим, как все и одразу. Мы хотим, как Сатанды была у нас и демократы, и все были богатые, счастливые и здоровые. Оно все справляется, а все не так. Вельми важно было то, что в одном таки вписывается, что все не так выглядает, когда мы это все ставим в контекст.
Калі мы бачым вялікую карціну, вот мы глядзім, вот калі мы сядзім унутры карціны і бачым, што тут, значыць, вот там з таго боку кепска, з гэтага боку кепска, з таго боку неправільна. І у нас такое адчуванне вот, непрыняцця гэтай сітуацыі, таму што ўсё яно неправільна. А калі потым праходзіць час, і мы глядзім на гэтае неправільна, што было бы, каб яно пайшло вот іншым шляхам, было бы нашмат горш. І вот, скажем, вот ёсць такія сітуацыі, калі, бачыце, калі вот эта чорная смерць у сярэднявечча, якая выкасіла 2/3 Европы, у выніку прывяла да рэнесансу. То есть некие абсолютно непрымальныя рэчы робяцца чымсьці прымальным. У меня толькі одно пытанне. Зараз, да, Валентина, я не хочу. І гэта просто настолькі цікава глядзець, што сапраўды гэта все впісваецца абсолютно ў тыя самыя законы. І у меня тады вот толькі адзінае пытанне, на якое не абавязкова вам адказваць, потому что это вот пытанне, якое я просто агучваю. Вот некая сапраўды з вашага боку, з боку тых, хто займаецца эканомікай, карэляцыя з нашым бокам, скажем, вот наколькі можа быць увогуле цікава эканамістам глядзець на ролю вот, скажем, інтэлектуальнага складніку, там некага адукацыйнага складніку у нейкіх вот зменах, якія вот, мусіць адбывацца альбо адбываюцца у нейкіх рухах, у нейкіх працэсах у сэнсе эканамічных. Вот гэта, кажу, не абавязкова адказваць, але мне было бы вельмі цікава на гэту тему пачуць. Інтэлектуальны складнік, так, вот, скажем, вот бачыце, калі мы говорим, вот чаму мы рэдка сутыкаемся, таму што калі мы говорим про нейкае інтэлектуальнае асэнсаванне, там, інтэлектуальную гісторыю, вот, калі мы говорим там про гэта, про тыя самыя цывілізацыі, мы эканоміку не зачапляем. Калі эканоміка гаворыць пра ВВП, там таксама якое дачыненне, скажем, там некія філасофскія тонкія матэрыі да ВВП маюць. І вось, ну і вот у гэтым сэнсе, што сапраўды, як бы у розных плашчынах Ірина, ну гэта пытанне на 3 семінары, як бы это нават не на адну. Ігор, я ж таму і кажу, што я не прашу абавязковага адказу, але калі там слова будзе, то будзе добра. Вы знаете, что я скажу? Просто наш посыл заключается вот в чем. Мы плотно сидим на эмпирических данных и видим, что происходит. Видим реальность, которая существует. А с точки зрения... И эта реальность стала отличаться от той версии, какой она должна быть, которую я знал. Я был в той группе Гайдара, и мы, так сказать... Еще в 90-е, 89-м году встречались и все это обсуждали, и нам казалось все понятно. И просто эта позиция у меня поменялась, потому что я стал понимать, что общество, человечество живет по каким-то другим принципам и законам, которых во многом мы не понимаем. Но вот как для экономиста, знаете, вот этого мышления нашего рационалистического, да, такого, совершенно необъясним феномен Первой мировой войны. Если берем показатели глобализации, мы не достигли тех показателей, которые были в 2014 году. Свободный поток капитала, свободное отсутствие границ, люди перемещаются, экономика развивается невероятными темпами. И вдруг война. И вы помните, вот по истории, да, везде люди вывалили на улицу праздновать начало войны. В Петербурге, в Лондоне, в Берлине, массовое гуляние, война. Это же не укладывается в нашу голову, правильно сейчас? А этого быть не могло быть. Значит, наш посыл простой. Нужно постоянно смотреть на эмпирику и держать руку на пульсе, понимая, что происходит. И не нужно бояться смотреть на происходящее по-другому. Если есть другие концепции, обсуждать, смотреть и так далее. В конце концов, вот отвечаю, когда сейчас, понимаете, тут все говорят, когда будут в Беларуси реформы, да реформы сделаны кучу. Потому что когда начинаешь с людьми обсуждать, о каких реформах говорят, все говорят, только знают одну – приватизация. Вот в моем понимании переход на МСФО это важнее, чем приватизация в ближайшее время. А приватизация, поверьте, дело сложное. Ну вот даже никто, потому что есть полный провал приватизации в Венгрии, такой же провал в приватизации
в России и успех приватизации в Польше. Ну, по-разному все это. Надо смотреть, разбираться и понимать, какие инструменты применимы. Это как в бизнесе. Ты управляешь компанией, ты используешь те инструменты, которые адекватны внешним вызовам и доступности ресурсов на данный момент. Не существует абстрактных инструментов. Мы только про это и говорим. Просто эмпирика и конкретный анализ конкретных ситуаций и понимание инструментов, которые могут. Если мы не понимаем последствия, самый главный урок провала, что если мы не понимали последствия, то мы совершали кучу ошибок. Сейчас у нас больше данных, мы можем понимать последствия многих решений, гораздо глубже. Не до конца, конечно, не до конца, но уже гораздо глубже. Извините. Да, извините. Нет, смотри, тут уже те, кто говорил, зараз ми Значит, я так уважався, выкрикнул, что оборонять оборону Павла. Павлу от меня обороны не потребно. Это я спустил. Слушайте, у нас, у литераторов, культурологов, есть такие комплименты абсолютные. Когда человек тебе каже, я сколько твоих текстов не сустракал, я нигодно не пропустил, да, не прочитал. Вот я максимально могу сказать, нигодного текста я не пропустил. Так вот, Павел, я вам скажу, что я нигодного текста вашего не пропустил. Это не значит, что я у всех экономистов читаю. А вот я в захоплении. И когда Ирина поделила на вас и нас, да, не, я с вами. Уже давно, вот, и для меня, ну, справді, нема нікого, хто б так відповідав моїм жаданням ведення і розуміння економіки. В ogóle, економісти, ну, от я працюю з фактурою, але так рідко мені бачно і зустрічаються економісти, які мислять, які евристичні. Які на некие сутности выходят. Ну, не мог бы процессировать комплементарные шеры, а я не буду. Сопротивляй, Павел, я с вами. Мне кажется, что вы не сказали, вот я оцензовываю, и мне правильно. А спасибо, мы все равно отсюда свалимся и перекрываем. Вот. Дякую, Павел. Класс. У мене такі партикулярні питання, не веду як по світопоглядних питаннях, ну, наскільки їх варто задавати. Ну, все ж таки, може бути, Павел Олександрович допоможе мені розібратися. От, я спробую опошли 5 років сочити статистикою МВФ, і я знайшов для себе одну закономірність. Вельми цікаво, МВФ дає завжди по Білорусі прогностичні, занижені оцінки. Ще ви реалізуєте на 0,5%. Завжди він дає менший рост, більшу інфляцію, чим відбувається після підведення виників. Я хочу зрозуміти, це проблема недооценки Білорусі, ті ми маємо все-таки справи в некій фальсифікації з боку офіційної статистики, що сумнівно, тому що сьогодні статистику не сховаєш. Ну і ще одне питання, може також, справді, більш огульного кшталту. Видите, вельми цікаво, що Польща від моменту вступлення в розв'яз отримала там, у фондах солідарності і по інших каналах 100 мільярдів євро дотацій. Польща нарешті побудувала нормальні дороги з потулежі білоруського або литовського, яких там, в принципі, не було. Ну і таке огульне, видите, питання. Чи можуть громадство такого середнього поміру, ну, хоча Польща доволі велика країна, а Білорусь там по 10 мільйонів, у своїй трансформації обходиться без внешніх ресурсів, тільки свої. Чи все ж таки необхідно розлічувати на внешнюю допомогу? Дякую. Ну, глядите, на конт МВФ тут все время просто. Одиное выключение было это летось. МВФ спрогнозовал на 0,1% рост больше, чем він був насамрэч. Бачыце, як бы не потрапілі, як былі надта аптымістычныя. Разумееце як, Міжнародны валютны фонд
Ну, якби ось усі лічать, що ну, там уже супермоделі, все класно, але там нормальные модели будут только для буйных экономик. Беларусь до буйных экономик не относится. Тому там такая стандартная схемка, ну, якой яны там откалібравали, прикинули там экспертно, поговорили з іншими экспертами, поглядели на то, який агульный фон по прогнозах, ну и так осторожненько поставили свою лічбу, яка у їх там сышлась у этой модельцы. Такое. Але это не некий прогноз, за яким стоять там некие глубокие назирания там и так. Если посмотреть на быстрые успехи экономические, там, азиатские драконы, да, или послевоенное развитие Европы, конечно, или даже сейчас посмотреть, конечно, крупные вливания денежные, они ускоряют развитие. Да. Но если их нет, то процессы будут идти просто медленнее. То есть можно влить деньги и ничего не получишь. Болгария, да, 3 миллиарда в год. Замбия. Мы знаем. А если механизм запущен, то, ну, если есть инструменты развития, заложено в механизм, да, то такие денежные вливания, конечно, ускоряют развитие. Ну, так что по-разному. Я почему сказал про Замбию? Вы знаете, есть такая концепция, она из очень старой теоретической модели 40-х годов, Харварда Домра такая была модель. Значит, модель, которая гласила, ну, как бы из которой выводом можно было сделать, что если вы хотите больше роста, вам просто нужно больше инвестиций. Ну и как бы стало появляться такое понятие, как разрыв финансирования, и исходя из этого понятия стала строиться политика помощи всяким развивающимся странам. Так вот, в Замбии вот этот другой экономист, которого я очень люблю, как бы таких правильных либеральных взглядов, Вильям Истерли, его даже в свое время уволили из Всемирного банка за критику. Короче, так вот он нарисовал график такой, как бы ВВП Замбии, каким он должен был бы быть там, за 30 лет вливаний, да, как бы, если бы выполнялась вот эта концепция заполнения разрыва финансирования, и фактически ВВП Замбии. Фактически ВВП Замбии за 30 лет даже немножко снизился, а должен был превысить там, 25 тысяч долларов на человека, да, то есть он должен был вот такой взрывной рост, а по факту был маленький. То есть само по себе внешняя помощь, она вот без нормальных институтов, как бы, да, без вот этих, ну, ценностных изменений, да, как бы рамочных изменений, она ничего не дает. Олесь. У меня два питання для мене не зв'язані між собою. В всіх цих там реформах, про які ми там кажемо, яка може бути роль, ну, по-перше, едукаційної політики. Ну, скажімо, у нас там є там зараз 50 там квазі-університетів, да, і во всіх там учать там понемногу, що-небудь там, ну, наприклад, там продукують там менеджерів, маркетологів, широкого профиля, да, универсальных и так далее, да. Так вот, ті потребные там наши конкретные в экономиці у конкретную там эпоху, конкретных умовах, там, например, там больше каких-нибудь там технологов, конструкторов, там, значит, микробиологов и так далее, да, ті може это в ogóle отыграть какую-нибудь роль у рості економіки, ті наоборот, да, і ті може держава, і не може бути ніякі там інші там, громадські організації, яким-нибудь чином на это впливати. І другое питання, то, що зв'язано, це, скажімо, ну, державна, там, промислова, там, інша галіновая політика. Так. Ось у нас там, від того, що ось ви там, коли приводили приклад там, компаній, які виробляють міжпокойові зіри, да, то держава ніяк там, ну, не удельничала в этом, не спробувала там які структурно это вливати, да? Але ось інший приклад, там, доволі буйна компанія по витворчості там, запчасток, Фенекс, да? Ось, яка, у принципі, могла б там поудельничати у трансформації всього нашого, там, скажімо, там, кластера, там, нашого машинобудування, да? Так ось її там, ну, показально доволі розгромили, да, там, по сутності, там, да, просто чисто ось, там, поліцейськими, там, чекістськими способами, так? Так ось держава могла б там, наоборот, там, наприклад, запрошати спеціалістів, там, викладчиків, да, там, і формувати там, цілий там, які кластери економіки. Ну, ось, тільки це все ж таки небачні, скажімо, компетенції небачні руки ринка. Ось і економіка, і це галіновая промислова політика. Ну, давайте сейчас, значит, проблема. Микрофон.
давайте сформулируем как-то образование, роль образования и влияние бизнеса на образование, да? Так? Ну, роль образования в смысле, причем конкретного, структурировано по конкретным отраслям. Первое. Самое ужасное министерство во всем постсоциализме, кроме Эстонии, это Министерство образования. Польское еще хуже нашего. Это трудно себе представить, но это... Хуже в каких параметрах измерим? Консерватизм, ну сейчас объясняю. В Эстонии они сделали разумно, они Министерство образования перевели в Тартовский университет. Старые чиновники уволились, сформировали из молодых научных сотрудников и отлично работает. Ну, сейчас идут дискуссии, я общаюсь с этими людьми, они просто связаны теми стандартами и процедурами, которые выработаны. Потому что мы обсуждаем изменения в бизнес-образовании, и когда они мне начинают говорить про различные разработанные критерии, стандарты профессиональные и так далее, я им говорю, знаете, бизнес-образование люди платят за то, чтобы зарабатывать после окончания программы больше. И вот у меня единственный есть стандарт, это их заработок в будущем. Поэтому для них это сложно понимать, как и всю эту динамику. Проблема, мы возвращаемся к той проблеме, о которой я говорил. Наша неспособность объединяться для решения совместных задач. У нас практически есть только одна нормально функционирующая ассоциация бизнеса, это БАНАП. Это ассоциация автоперевозчиков. Она возникла и существует по одной простой причине. ТИР получить невозможно, если нет национальной ассоциации. Ну, то есть, чтобы были перевозчики, нужно было создать ассоциацию. Делают прекрасные документы, ведут диалог с правительством, формируют позиции и так далее. Что должны делать бизнес-ассоциации? Лоббирование, это понятно. Вторая функция – подготовка специалистов узкого направления, которое необходимо для вашего бизнеса. Ну, например, категориальные менеджеры в рознице, их там надо на всю страну человек 100, понимаете? Или то, о том, о чем вы говорите. Им нужны специалисты в определенных технологиях. Да. Кто-то из них предпринимает какие-то усилия, курирует кафедры, ну, стараются что-то изменять. Тем более, что многие из этих лидеров бизнеса сами уходили с этих кафедр, понимаете? Ну, а третья функция – это информационное обеспечение ассоциации. Значит, проблема, о чем я пытаюсь сказать, что пока бизнес не научится объединяться и начинать вести диалоги с государством об изменениях, мы будем топтаться на этом месте. Единственный, кто сейчас, это парк высоких технологий и ассоциация вторая, которая более-менее работает, информационный парк, вот они этот диалог ведут уверенно и попытаются что-то сделать. С техническим образованием мы сделали анализ, у нас есть база данных там, экономистов, у нас где-то 200 профессоров экономики белорусов во всем мире. И немножко мы посмотрели совершенно случайно по техническим специальностям. Ну, конечно, очень много белорусов уехало, уже с готовыми диссертациями, и потом еще там делали. И мы получили большой разрыв. Если вы посмотрите на профессуру, то у вас 30-летние есть люди, которые пытаются что-то сделать, и 60 плюс там, да? А вот это остальное такая дырка большая. Поэтому это большой вызов и большая проблема в долгосрочном плане. И тут нужно как усилие правительства, которое должно начать, это очень сложный процесс переформатирования Министерства образования, так и со стороны бизнеса, которому необходимо проявлять определенную инициативу, но для этого нужно научиться объединяться и вырабатывать совместные позиции. У меня последняя маленькая ремарка. У меня была идея, как реформировать Министерство образования в Беларуси, разукрупнить его на Министерство дошкольного образования, среднего образования, профтех, среднеспециального, и они бы элиминировали друг друга просто. Сергей, мы подходим необхідно Ні, конечно, я до того, что мы переходим до блица уже. Ну вот покольки, то есть, Максим, давай. Блиц это быстрый повод.
Спасибо, Паша. Я впервые от тебя это услышал. И знаете, что-то на 62-м году жизни открывает для себя впервые. Спасибо еще раз. Да, очень близко, очень коротко. После того, как меня обсмеяли и обвинили в ретроградстве, два слова о том, что я сам очень люблю схемы, которые разрушаются на наших глазах. Так что за это отдельное спасибо. И я вот послушал, и я понял, что я хотел спросить на самом деле. Просто скажите, пожалуйста, вот вы для себя можете сейчас, для нас, то есть, описать какие-то механизмы трансформации? То есть те машины, как бы изменения смыслов, которые сейчас у нас работают. Пока мы услышали только о замечательных форумах, на которых можно 10 лет рассказывать о преимуществах новых моделей экономики и надеяться, что кто-то услышит и поймет. При всем уважении к тем, кто выступает на этих форумах, видите ли вы какие-то другие механизмы трансформации? Я не знаю, понятен вопрос? Окей, кроме причуд чиновничества, кроме изменения цен на газ и на нефть, есть какие-то факторы, которые заставляют нашу экономическую систему, какой бы она ни была, меняться. Вот сейчас. Потому что пока вот то, что у вас было, извините, немножко не коротко получается, да, все это было на уровне таких действительно скорее наблюдений. Вот сначала было так, а потом вот так, а потом пришли вот эти, а потом получилось вот это. На уровне протокола. А меня интересует, видите ли вы, возможно, их нет, и я заблуждаюсь, вы мне объясните, вы эксперты. Есть ли какие-то механизмы трансформации, есть ли какие-то вещи, которые заставляют меняться нашу экономику? Так понятнее? Да. Пожалуйста. Ну, это очень простой. Новое поколение заставляет меняться нашу экономику. Если, ну, например, я достаточно оптимистично отношусь к тому, что начинается процесс реструктуризации государственных компаний, он запускается, и оптимизм мой основан, например, что идет смена директората, приходят 35-летние ребята, начали идти ко мне учиться. С ними уже можно обсуждать это. У нас был запрет на обучение госкомпаний. И мы сняли где-то 6 лет назад. У нас это в школе. Ну, в школе, да. Поэтому, вот если говорить о таком эволюционном пути, да, мы видим, у нас, в общем, очень-очень качественный чиновничий аппарат, который занимается экономическим блоком. Так что есть такие вещи. Это потенциал. А вызовов дофига сейчас. И с Россией конфликта, и так далее. Это вызовы, угрозы, они позитивно действуют, они стимулируют все как бы это. Поэтому у меня есть надежда, что мы как-то нормально пройдем. Можно я вот как раз в этом контексте посмотрю очень кратко? Андрей, перед тим, якби я просто отреагую, Максим, ніхто не хотів тебе кривдити, наоборот, без тебе би дискусії не отрималося. Якби ми б сиділи, ми що, 3 на одному боку, і треба було, щоб хтось піднявся, якби, і почав всіх задирати. Так що... Я понял, как бы, что действительно были идеи, но практика оказалась другой, то есть не так, как Гайдар предписывал и, значит, либеральная теория. И оказалось, что из всех практик Белоруссия наилучшая. Ну, одна из лучших, да? Вот я просто хотел понять, каковы... Да, ну понятно. Мы, так сказать, не в арьергарде, а наоборот оказались в Англии. Да? Я просто вот пытаюсь понять, значит, каковы симптомы или факторы, или какие-то, я не знаю, признаки того, что мы действительно... Вот есть, как, да, Павел, вы говорите, основания для оптимизма. Потенциал, понимаете, это же такая вещь. Вот чем больше мы упускаем возможности, тем больше у нас потенциал. Это негативное определение потенциала. Вот когда там говорят «страна больших возможностей», в смысле упущенных. Вот в этом смысле у нас колоссальный потенциал. Но что говорит о том, что вот вы говорите, есть, так сказать, основные, где признаки, вот там уровень жизни, я не знаю. То чиновничество, так оно же и было, в общем, неплохим. Да, всегда же было неплохим. Ну, мы как бы вот... И город был чистым. Уже даже не по 500, да? Где вот эти признаки какие-то такого, помимо веры, того, что молодежь придет, ну, знаете, она же пришла и 10 лет назад, и 20 лет назад,
И почти скоро будет 30 лет назад пришла тоже молодежь. Нет? Что тогда радикально? Вот что вас заставляет верить в то, что вот сейчас какой-то действительно такой... Ну, я понимаю, давай попробую ответить. Ну, придется апеллировать к Ивану Красилову. Знаком автор? Да, вот у него есть замечательная тезис по поводу имитационности реформ. Он разбирает эту ситуацию, почему правые пришли в Польше, почему в Венгрии, что происходит, почему идет переосмысление. Он говорит, что реформы в Центральной Европе, да и вообще в постсоциализме, кроме Беларуси, носили имитационный характер. Есть проблема имитационного поведения. Она заключается в том, что все, что успешно, у тебя хорошо получается, это заслуга того, кого ты имитируешь. А все дерьмо разгребаешь ты. Это накапливалось в обществе. Кроме того, имитационное поведение не вырабатывает, по-другому вырабатывает ценностную, изменяет другую ценностную систему и вырабатывает социальный опыт. То, чего мы пытаемся сказать, что мы прошли через очень большие препятствия. У меня презентация по поводу, она начинается слайдом с портрета Лукашенко с пресс-конференции, где он, помните, заявил, что я через 10 лет пожму руку последнему предпринимателю. А вторая фотка у меня там, он Чижу вручает орден, да? Ну, Чиж другого не нашел. Просто говорим о том, что посмотрите, какая трансформация произошла в обществе и элитах по отношению к бизнесу и частному предпринимательству. Да? Потому что тогда, в 90-е, частный бизнес это кто? Ну, реально это были спекулянты, это были, кто купил дешевле, продал дороже, правильно? И на них смотрели, в общем, как на это дело. Значит, важно, о чем я пытаюсь сказать, важно, что наше общество через свой опыт получило много, изменило массу представлений, переформатировало их. Да? И это очень ценный результат, потому что мы получаем очень устойчивые форматы социальные. И в это вселяет надежду. Я надеюсь. Александр, Мажа. Ведаеце, як ўсё вельмі проста насамрэч. Калі б мы прагназавалі па трэндах, то ўжо канец света мусіў надысці безліч разоў, але ён дагэтуль не надышоў. І гэта, ведаеце, усяляе надзею. Ну, калі казаць пра наш семінар, то ён таксама пайшоў не так, як планавалася, і можна было бы сказаць, што гэта упущенные магчымасці, но мы скажем, что это наадварот поспех і всем падзякуем, потому что атрымалася вельмі цікавая дыскусія і ясна, што гэта шматкроп'я, а не кропка. Дзякуй.